Лидер объединения туркменских студентов в Турции Омриузак Омаргулыев находится в туркменской тюрьме Овадан-Депе. Власти страны заманили парня домой обманом. По некоторым данным, его приговорили к 20 годам заключения. Правда, достоверной информации об этом нет. Остается также доподлинно неизвестным, в чем именно власти Туркменистана обвиняют активиста, создавшего в Турции сообщество туркменских студентов. Одна из возможных причин ареста – его интервью туркменской службе «Радио Свобода». Омриузак Омаргулыев, студент второго курса инженерного факультета Османийского университета имени Горкут Ата, родом из Фарабского района Либабской области Туркменистана. Еще 21 января этого года в интервью нашим коллегам из радио «Азатлык» он рассказал о том, что посольство Туркменистана в Турции выразило интересы и поддержку созданной им организации. В феврале Омаргулыев сообщил нам, что туркменские власти пригласили его выступить перед парламентом в Ашхабаде и даже купили ему билет на родину. Конечно, никакого выступления не последовало. Когда Омаргулыев попытался улететь обратно в Турцию, его попросту не пустили на самолет. В итоге он провел в аэропорту Ашхабада неделю. Писал статьи, публиковал посты в социальных сетях, трубил о своей ситуации на весь мир. Его делом даже занялось посольство США, однако безрезультатно. И дальше он просто пропал. И вот теперь его родственники сообщают, что он в тюрьме на 20 лет. Сейчас с нами на связи глава туркменской службы «Радио Свобода» Азатлык Фарух Юсупов. Фарух, добрый день. Прежде всего уточните информацию, что доподлинно известно его родственникам на данный момент и что говорят власти. С родственниками мы, к сожалению, не можем никак связаться. Видимо, они напуганы той ситуацией, в которую попал Омурзак Омаргулыев. Мы получили эту информацию от близких людей, которые лично знают Омурзака, и они нам рассказывают, что после того, как он не смог вылететь из Туркменистана и обратился в различные медиа, независимые медиа, его схватили служба безопасности Туркменистана и приговорили по некоторым данным до 20 лет тюрьмы, и его сейчас поместили в печально известную тюрьму Овадан-Депе. В самом последнем интервью, то есть в голосовом сообщении, которое Омурзак нам успел отправить, он рассказывал о том, что он опасается за свою жизнь и что ему угрожали, что посадят в тюрьму за то, что он связывается с медиаорганизациями и другими организациями, прося у них помощи в той ситуации, в которую он попал. Фарух, расскажите о сотрудничестве Омриузака Омаргулыева с «Радио Свобода» Азатлык. Омурзак не сотрудничал с Азатлыком. Мы единственное сделали программу про организацию сообщества туркменских студентов в Турции, которую организовал Омурзак как один из активных студентов в Турции. Эта организация была не политическая, она просто называлась «Организация взаимопомощи туркменских студентов», и чтобы они могли между собой общаться. И наша программа была посвящена именно этой теме, как туркменские студенты живут за пределами страны и как они друг с другом общаются, как друг друга поддерживают. Самое главное, посольство Туркменистана, он в этой программе рассказывал, посольство Туркменистана поддержало эту идею, они проявляли интерес к этой программе, и вот под этим предлогом они пригласили его в Туркменистан по официальному приглашению Центральной избирательной комиссии Туркменистана. В рамках предвыборной кампании они предложили ему выступить перед парламентом республики как активный представитель туркменской молодежи. Но, к сожалению, как это оказалось, Центральная избирательная комиссия и посольство, они были частью и непосредственными участниками этой операции по заманиванию молодого туркменского, талантливого и очень умного, интересного молодого человека.